Но теплый, теплый, да. Ветер теплый. Фух. Давай, 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 братан, поднажми. Ты должен приехать домой в 9:30, хотя бы минут 40. Да, красота, ляпота. Фу. Фу. Сколько там на часах у нас? 20:17. Фу. Да, здесь уже переключилось деление. Фу. Да, ветер, блин, встречный фигачит. Плохо, блин, ну ничего, прорвемся. Прорвемся. Фу. О, тут свежо. Сбавим темп. Подъем пошел. Сейчас нам вот этот подъем надо сделать, и потом пойдет спуск длинный. Ух. Там можно встать, попить водички, пару минут передохнуть и помчать дальше. Да, это я так первый раз еду в такое время. Я обычно уже в это время где-то был в районе Коктебеля. Ну, посмотрим, да, за сколько я доеду. Но если в 10 я приеду, то это получается за 2 часа я доеду. Вот. Фух. Давай, 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 давай. Жарим сало. Фу. Жарим, жарим сало. Последний подъем остался. Потом пойдет уже спуск длинный. Фу, кто там сзади, кто-то едет. Ну, походу, да. Давай уже обгоняй. У нас скорость на подъемах 20-22. Мотор работает на пределе. Ну, не на совсем пределе. Это если крутой подъем был бы, вот тогда да. А это ж более-менее такой средний подъем, скажем так.
А если прям крутой такой подъем, что можно, что ты заезжаешь на него на самой большой звезде и еле прям так заезжаешь, вот тогда да, мотор работает там на пределе своих возможностей. Там прям расход как на этом Мерсе там 5,5. Уходит топливо капитально. Заряд, да. Уходит капитально. Энергия. Вот придумали ж, да, такие велосипеды. Раньше даже я не то, что я, все не могли даже и представить, что будут такие велосипеды. Электрические. Ехали на электричестве. То есть тебе электричество, которое в педалях, там, встроено это все дело, помогает быстрее ехать. Раньше мы ездили на этих, на Украине, там, на ЛАЗ, как-то там, Аисте, там, что-то там еще там было. Ну, разные спортивные были, там, обычное все было, там, скорости, да. Вот. Но такие, что были, это вообще даже и не представляли, что будет такое. Фух, придумали, да. Головы где-то там есть такие, что вытворяют такие вещи. А электрические машины, электро, тоже кто мог подумать, что будут такие машины, а таких уже сейчас всяких и BMW, и Mercedes, в общем, хватает, и другие всякие. Так, комары. Фух. Так, сейчас я хочу очки поставить, другие уже. Поменять очки. О. О, погнали. Авария. Где-то авария здесь. Походу. Походу авария. Или просто машина поломалась. Сейчас посмотрим. Может, тормоза отказали. Молодец, мужик, что предупредил. А вот вид красивый здесь, станем, заснимем вид. О.
машина. Какая машина? Непонятно. О! За какую он машину говорил, непонятно. Может, здесь где-то. Так нету тут ничего. Может, дальше там. О! Все, пока нету никого, ничего. Значит, где-то дальше. Просто предупредил, наверное, заранее. Сказал бы там через 5 километров, смотри, там авария. А он сказал, смотри, там машина. Какая машина? Где? Пока никого нету. Пока дорога чистая. Сзади никого. Уже серпантин заканчивается. Baby, baby, as he did before. Come on, baby.
Наверное, где-то здесь. Неужели на этом повороте вот здесь, на, как она называется, забыл, налево вот здесь поворачивать на, как ее называют, блин, забыл название. Наверное, где-то здесь кто-то кого-то не пропустил. Как раз на Каменка, во. Как раз на Каменке. Но тут никого нету пока. Ну и где? Не видно никого пока что. Где кто? Странно. Давай, гоняй. Так, мы уже почти возле Щебетовки. Сейчас заедем на ставок, посмотрим обстановку вечернюю на ставке, а потом поедем уже в Коктебель. Давай, мужик. Сейчас посмотрим, что тут творится. Комаров полно. Кормить комаров. Ну так есть. Можно чуть подкормить комариков. Да, сейчас быстро фото на память сделаем и поедем дальше. Нечего здесь делать. Комаров. На мотоциклах там ребята на том берегу. Опа. Тут какие-то летают такие здоровые стрекозы. Так, ладно, погнали. Погнали дальше. Погнали в Коктебель. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп.
Так, ну пока еще видно. Пока еще видно. Да, прям вывеску здесь поставили, кофе. Надо было написать кофе 300 метров. Кофе устрицы. Где ж авария, блин? Что он мне машина? Здесь, что ли? В другом месте? Так нифига себе сюда. Я уже сколько, блин, проехал. Надо было сказать в Щебетовке там. Или возле курортного. То есть, а он мне сказал машина. Что машина? Эй, собака. Эй, собака. Непонятно. Что он имел в виду? Машина. Какая машина? Где машина? Что машина? Вообще непонятно. Машина. Что за машина? Машина. Машина может быть везде. Ты скажи точнее, что там. Машина там. Где-то там, это, что-то там. Так скажи место. А так ничего не сказал. Машина. Что машина? Никакой машины нету. Нигде. Нигде нет никакой машины. Что он имел в виду этим? Машина. В чем машина? Непонятно. В чем машина? Ну, в общем, мы уже доехали до курортного. А время у нас 8:30, да? Или сколько там у нас время? Фу. Да, доехали нормально так. Потому что топил я. Топил. Вот. И притопил. 20:44. Вечерний Карадаг. Перекус. Что-то написано. По-татарски что-то там написано. Какой-то перекус там. А что за перекус? Ну, наверное, всякая там манты, кенты, паратва. Такое всякое разное.
Кенты какие-то. О, кто-то тут яму залатал. Молодцы. Что, залатали яму. Карадах. Сзади машина. Заповедный Карадах. Просто так туда не попадешь. Только с экскурсией, блин. Только с экскурсией. Take my life away, dear God, how well you blow me through. I'm so strung out, somehow my life's all the same. So lay me down to sleep, please Lord, I'll take my soul away. I'm so strung out, and now I don't know what to do. Экскурсия, блин, нафиг нам эта экскурсия. Мы сами себе экскурсия. Взяли такую территорию, забрали под этот, под заповедную зону. Но это потому что наши люди не умеют же обращаться с природой. Палят, поджигают, ну может не специально, случайно там что-то кинули, бах, все, пожар, тушить надо, все это деньги как бы. А так они сделали заповедную зону и все. И только с экскурсией можешь попасть на вот территорию, а там уже с экскурсией ты там уже ничего, никакие посиделки устраивать не будешь. С костром там, с шашлыком. Вот здесь в Карадаге вообще строго, только вот через ихнюю территорию там специальное место. Вот. А вот Ялтинский природный заповедник, там ты можешь в эти леса пешком заходить спокойно. Только там ну, там заповедная зона, да, Ялтинский заповедник, но там пропуск можно взять и много всяких троп, по которым ты можешь гулять.